Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. Как мы ранее сообщали, вечером 8 октября президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин, прибыл с государственным визитом в Республику Таджикистан. 9 октября торжественная церемония официальной встречи президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, состоялась на площади перед Дворцом нации, которая была красиво оформлена в честь государственного визита высокопоставленного гостя. 8 октября президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин, с государственным визитом прибыл в Республику Таджикистан. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Вали Рахмон, в знак высокого уважения, тепло и искренне встретил высокопоставленного гостя, президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина. В честь высокопоставленного гостя международный аэропорт Душанбе был празднично украшен государственными флагами двух стран, портретами глав Таджикистана и России, лозунгами, воспевающими дружбу народов двух государств. Для встречи была заслана красная дорожка, по двум сторонам выстроились офицеры почетного караула. В ходе короткой беседы в аэропорту главы двух государств, уважаемый Вали Рахмон и уважаемый Владимир Путин, обменялись мнениями о программе государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан, а также об участии в саммите Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств-участников Содружества независимых государств. Напомним, что завтра, 9 октября, государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан продолжится, а во второй половине дня состоится саммит Центральная Азия-Россия. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 10 октября.
9 октября торжественная церемония официальной встречи президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина состоялась на площади перед Дворцом нации, которая была красиво оформлена в честь государственного визита высокопоставленного гостя. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась репортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя к государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилась торжественным маршем подразделений почетного караула перед главами двух государств. Президенти Федерации Россия, батальони караули фахри, ба муносибати ташрифи давлати шумо ба сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. Командири батальони караули фахри, подполковник Ашурзода. Салом. Премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата президента, министр иностранных дел.
Переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Россией в рамках государственного визита президента Российской Федерации в Республике Таджикистан начали состоящиеся во Дворце наций встречи в узком формате глав двух государств, уважаемых Эмомали Рахмона и Владимира Путина. Президент Республики Таджикистан тепло приветствовал высокопоставленного гостя в Таджикистане и выразил удовлетворение поступательным развитием отношений между двумя странами в торговой, экономической, культурно-гуманитарной областях, а также в области безопасности на региональном и международном уровнях. Уважаемый Владимир Путин, в свою очередь, назвав Таджикистан надежным союзником, заявил, что Россия дорожит этими отношениями с ним. Был отмечен рост торгово-экономического сотрудничества, в том числе значительное увеличение товарооборота, выражена уверенность, что по итогам переговоров отношения между Таджикистаном и Россией будут и далее всесторонне развиваться на благо народов двух стран. Переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Россией продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран. Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров, отметил в начале переговоров глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон. В продолжении уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Напоминая о недавно состоящемся заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что многие вопросы находят свое решение в рамках работы этой комиссии. Было подчеркнуто, что подписываемые сегодня документы также придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Переговоры Таджикистана и России на высшем уровне охватили широкий круг вопросов от энергетики, различных отраслей промышленности, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства и цифровой экономики до науки, образования, безопасности и обороны. В этом контексте соответствующее внимание было уделено вопросам подготовки кадров и специалистов высокой квалификации различного профиля, а также трудовой миграции и расширения связей на уровне регионов. Обсуждены возможности расширения инвестиционного сотрудничества в таких областях, как горнорудная и обрабатывающая промышленности, в частности в сферах переработки аграрной продукции, легкой и пищевой промышленности, производства строительных материалов. Речь шла и о развитии транспортных и логистических коридоров, устойчивости цепочек поставок, а также сотрудничества в сфере цифровой экономики и внедрения новых технологий. С удовлетворением отмечена тесная координация и взаимодействие правоохранительных и оборонных органов, специальных служб двух стран в вопросах обеспечения безопасности, включая противодействие терроризму, экстремизму и радикальной идеологии, борьбу с контрабандой наркотиков, киберугрозами и другими проявлениями трансграничной преступности. Была выражена уверенность в том, что дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Таджикистаном и Россией будут служить интересам народов обеих стран, укреплению долгосрочного мира и стабильности в регионе. 9 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев для участия в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретил председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали и другие официальные лица. Напомним, что 10 октября в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан, лидер нации уважаемого Эмомали Рахмона, состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств.
9 октября в рамках мероприятия Содружества независимых государств в Душанбе состоялась встреча председателя Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председателя города Душанбе уважаемого Рустама Умали, с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многосторонних отношений между Таджикистаном и Россией. На встрече было отмечено устойчивое развитие межпарламентских связей двух государств. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения многопланового сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, и значимой роли в этом процессе межправительственной таджикско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим интересующим их вопросам. 9 октября президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев для участия во втором саммите Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств Содружества независимых государств прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Койыр Расулзода и другие официальные лица. Напомним, что 9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут в Душанбе второй саммит Центральная Азия-Россия. Также 10 октября в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Оли Рахмона, состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Девятого октября президент Кыргызской республики Садыр Жапаров для участия во втором саммите Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств Содружества независимых государств прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Койыр Расулзода и другие официальные лица. Напомним, что 9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут в Душанбе второй саммит Центральная Азия-Россия. Также 10 октября в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Оли Рахмона, состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов для участия во втором саммите Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств Содружества независимых государств прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Койыр Расулзода и другие официальные лица. Напомним, что 9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут в Душанбе второй саммит Центральная Азия-Россия. Также 10 октября в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Оли Рахмона, состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Также президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для участия во втором саммите Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств Содружества независимых государств прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Койыр Расулзода и другие официальные лица. Напомним, что 9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут в Душанбе второй саммит Центральная Азия-Россия. Также 10 октября в городе Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Оли Рахмона, состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. В городе Душанбе повсеместно продолжаются работы по созиданию и благоустройству. В этом направлении в районах и махалях столицы проделано немало работ, особенно они набирают темпы в районах, которые недавно присоединились к столице. На эту тему подготовлен репортаж из района Фердовси города Душанбе. На основе плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе и района Фердовси столицы строительные работы на дорогах и улицах района продолжаются регулярно. В данный момент они ведутся в Махале Гульбута-1 при поддержке исполнительного органа государственной власти района Фердовси и местных предпринимателей с привлечением современной техники и специалистов отрасли по асфальтированию дорог. Завершение таких работ ложит основу к соответствию